один вид спорта никогда не создаст таких условий для гармоничного воспитания человека, который в лесу с картой один преодолевает себя. Безусловно, воспитывает превосходные качества самостоятельного мышления, превосходные качества физических кондиций, когда человек может выбраться из любой ситуации. Вот это самое важное в ориентировании. Ориентирование – это передвижение по дистанции, состоящей из контрольных пунктов, которые надо пройти в определенном порядке, самостоятельно выбирая путь при помощи карты и компаса. Вот сейчас надо спуститься с бугорка, обогнуть болото и по лесной тропинке выбежать на дорогу. Пробежав по дороге, не пропустить поворот и найти на поляне контрольный пункт. Сделав отметку, нужно выбрать путь на следующий пункт. Причем самым быстрым может оказаться не самый короткий вариант. Итак, проходя дистанцию пункт за пунктом, придется преодолевать препятствия, следить за картой, пользоваться компасом для контроля направления. И тот, кто окажется внимательнее, ловче и быстрее, станет победителем. А для высококвалифицированных и амбициозных спортсменов ориентирование – это сложные, интересные и разнообразные тренировки. Азарт спортивной борьбы, в которой надо проявить не только высокую физическую подготовку и умение преодолевать различные препятствия, но и быстрое решение сложных задач чтения, насыщенной ориентирами карты, выбора пути с учетом всех факторов, предельную концентрацию и сосредоточенность. Секундная остановка для отметки на контрольном пункте и снова вперед. Карта проанализирована и путь выбран. Соревнования проводятся на разных типах ландшафтов. Необходимо тщательно отрабатывать навыки движения по болотам, скалам, высокотравью. Несмотря на препятствия и переменные условия бега, мастера могут без остановки, на бегу, читать карту, четко контролируя свой маршрут. Соревнования и тренировки в разной местности. Путешествие по стране и по всему миру – непременный и увлекательный атрибут жизни ориентировщиков. Добро пожаловать в ориентирование!